الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Дорогие братья, сегодня мы поговорили о киссасуль анбия или о рассказах пророков. Рассказы о пророках, которые упомянуты у нас в Коране, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам поведал. И не просто так их поведал Аллах Тааля, однако поведал для того, чтобы мы размышляли, брали пользу для себя из этих историй, из жизни этих праведных людей, не допускали тех ошибок, которые тогда люди допускали, и пользовались теми мудростями, которые нам оставили эти пророки, лучшие из людей. И говоря об этих историях пророков, можно выявить, что все их объединяет несколько моментов. В первую очередь, то, что все пророки Аллаха призывали к одной религии. Это вере в одного лишь Творца, в одного лишь Аллаха, Субханаху ва Тааля, поклоняясь лишь Ему и никому помимо Него. И на этом пути, на пути праведности, они видели разные испытания. И, несомненно, все будут испытаны, ведь Аллах Субханаху ва Тааля нам сказал, разве полагают люди, что они скажут, я уверовал, и не будут испытаны? Так некоторые полагают. Почему же мне приходят эти испытания, трудности? Я же ведь и уверовал, я на намазе, я пощусь. Но в том-то и суть, что чем больше человек приближается к Аллаху, тем сильнее становится испытание на нем. Для чего, говорит Аллах Субханаху ва Тааля? Аллах выявит тех, кто действительно правдив, искренен в своей религии, и тех, которые лжецы, лживы, лицемерны. И по итогам вот этих испытаний все истории пророков завершаются чем? Что они обретали лучшую жизнь. К ним приходила помощь от Аллаха Субханаху ва Тааля, и те, кто проявил усердие, старание, терпение, они обретали благо и счастливую жизнь. Не только в этой жизни, но самое главное, в ахирате их ждет вечность, блаженство в райских садах, которые обещал Аллах Субханаху ва Тааля. И вот эта история пророков, все они являются для нас поучительными. И поэтому сегодня особое внимание необходимо уделить изучению нашей истории, изучению истории этих наилучших людей, праведных пророков, и обучать этой истории, несомненно, наших детей. Вместо того, чтобы показывать им мультфильмы, фильмы разные, необходимо ознакомить их с историей пророков, чтобы это было им назиданием и уроком. Не только для них, но и для нас самих.